Прывітанне, даражэнькія! Сёння будзе крыху ностальгічнае відэо. Раней, прыкладна ў такія ж дні ў мінулыя гады, пачынаўся сезон рыцарскіх фэстаў. Месца, дзе можна было пабачыць брутальнае відовішча, дзе людзі маглі дубасіць адзін аднаго па галаве сякерамі і мячамі, ім за гэта нічога не было, акрамя апладысментаў і ўвагі супрацьлеглага пола. Сёння бой на мячах-бастардах, турнір дакладней, Сліцкага замка 2018. Прошу, даражэнькія. Мячи-бастарды – это мячи, які можна тримати не одной рукой, а допомагати биться двома руками. У бойцов нема щитов, и тому тут довольно специфичная техника мусить володать бойцы. И они повинны не только уметь добро наносить удары, а не отчувать дистанцию, вернее, добро рухаться, как позбегать удара. Это цікавая и незвичайная техника. Не заўсёды рыцарские турниры, які отбываются, показываются там бои на мячах-бастардах. Бойцы, конечно, подумачу правилы, у нас будет 1 хвилина бою. Наши маршалы, судьи сучасной мовой будут лечить колькость ударов, какие бойцы нанесли один одному. Кто нанес большую колькость ударов, то отповедно выиграл в этой схватке. Кирилл и Збышек подрихтоваться. Битва! Бои судят, поддерживают 4 маршалки, на кожного бойца 2 маршалки, и яны тады среднестатистичную колькость ударов увеличивают. Зигфрид спробуе прессинговать, и у него отрывливается так, и он наносит тут больше акцентованные удары. Аксельрону придется, но нечто применить іншую некую максимум тактику. Бачимо, он уже ставился. Коли він хоче перемогти, то йому треба нечто міняти в цьому ході боя. Стой! Стоп! Але вже Зигфрид перемог. Ваші аплодисменти. Кирилл, дружина Патрика, клуб Городня. А это боец Белого Тура. Збышек. Бойцы готовы, маршалки готовы. Битва! Одразу не оцениваючися, переходять у атаку бойцы і спробують. Хтось з них спробує зараз занять, так сказать, головное место на этом представе. Городенец вытримал натиск бойца с Белого Тура и переходит у активную атаку. Притиснул соперника с Минска до края франка. Запой! Битва! Итак, по вырашению маршалка и головного маршалка турнира перемога отдается рыцарю Кириллу. Ну и приз симпатии глядачів, я так зрозумів, так само отдают Кшиштоф Шездецький.
І пан рицар з мянушкою Почвара. Зараз поглядим, чи відповідає своїй мянушці. Пані маршалки розбираються, хто за яким бойцом лічить удари. Битва! Шистов в детстве воспринимал пансионе атаку авиапочвара, не глядите на то, что соступая, поглядите, соступая в габаритах, але я ж таки зеленый дик, сопроводной Почвара, не сдается, тисти пана Кшиштофа. Можно ударов таких акцентованных просто не наносить, але ось так іде на пролом. Як мураш тягне цифру. Стоп, бой! Ось такі гарячі, аж спинитися не можуть, як заяліці. Вам сподобалося, панове? Вити аплодисменти, подивіться від вас. По вираженню маршалку перемога віддається Кшиштофу Пшестецькому. Але я думаю, і пан рицар Почвара заслуговує аплодисментів ваших, бо отчаянно змагався. Могу трошки ще розказати про рицарські турніри, про бої. Перше податково, рыцарские турниры для умелых, опытных бойцов, это был таки добрый сродок поправить свое финансовое становище. Было справа тем, что до 14-го столетия переможенные рыцари отдавали переможцу свои доспехи и своих боевых коней. А боевые кони, я вам скажу, коштовали ого-го, яких грошей. И вот тут такие Уильям Маршал, и он разом со своим сябром выиграл тягом года 103 битвы, 103 битвы на турнирах. Вот, ну и отповедно у него было напополам с товарищем больше 50 коней и больше 50 доспехов. Это велизарная сумма грошу, калібраліст. Ну а тим часом бойці у нас подрихтувалися. Зигфрид праворуч от меня. Есть тут леворуч от меня. Битва! Зигфрид пошел в атаку, Алексей тут отказывает. Долю нанес некалькі ударів, але Зигфрид насчитає так досить жорстко. Отчаянно бороється Кейтус, а Зигфрид іде наверх. Тратили невеликую паузу бойцы и далее обмениваются ударами, ставят блоки. Стоп-бой! Перемога отдается Зигфриду, клуб Кайзер Москва. Боец «Вырви дух», «Белый дух». Кирилл. Дружина Патрика, Городня. Глядачи вызначились со своим, так сказать, за кого им заудеять. Бойцы готовы, маршалки разобрались, кто с кем биться. Битва! Вот вырвет бук, одразу на контратаке, пошел, наносит удары, користається своим ростом, але не завжди самостійно он сблизился с соперником и легким рухом кинул на землю его. Ось скористав його на рух правильно.
Як на мой погляд, занадто близько підходить вирві дуб до суперника, не треба було прямо так зближатися. Треба було використовувати свій рост, дальок, наносить удари. Ну, в принципі, не так добрі удари наносить, але мог би це робити більш ефективно. Притомились уже трохи бойцы. Особливо открывается это по Кириллу. Тем не менее, вот Кирилл час от часу. Бомбой! Перемога отдается Кириллу. Таємничий рыцарь з Менску. Мы чекаем рыцаря Вячеслава. Бойцы готовы, маршалки. Битва! Кшиштоф одразу без обидняков перейшов атаку. Вячеслав спробував атаку. Пробуют тримать дистанцию бойцы. Не уходит таки в клинч. Ну, это дает возможность их маневровать и наносить один одного удара. На мой взгляд, Кшиштофу удается больше нанести ударов и зависит больше акцентовать. Ну, але все будет, как скажут, спортсалки, як я не так. Бачите, один и другой боец досить техничный, ну и его спина на технице, экономичей силы, имкнуться, отримать перемогу, нанести большую колькость ударов. Вот зараз несколько добрых ударов проводит Кшиштоф Шестецкий. Умеет он переводить атаку сверх-вниз. Стоп! А в этом бое перемога отдадена Кшиштофу Шестецкому. А Маршалок закликає, призывая сюди у шранки зачинщиков этого сегодняшнего турнира. Кшиштоф Шестецкий так и застался. Зигфрид. Кирилл, Зигфрид и Кшиштоф Шестецкий. Зачинщики турнира. Пока что их так и не выбили. Но и у нас собран зачинщиков, пока что комичная ситуация. Остался один смелый рыцарь. Оттримаем этого одного такого отчаянного не бараку. Ему придется... Маршалки разобрали, кто за каким бойцом будет лечить удары. Бойцы готовы? Битва! Ох, Пан Гродов пропустил удар. Возможно, не глядите на меньшие габариты, так как Пилма спробує присягувати Пан Гродов. Але Зигфрид так само умело наносит удары. Наносит досить добрые удары бойцы один по одному. Стоп, бой! Стоп, бой! Все. Битва! Бог поднялся, забрал, тому маршалки спинили бой. Але все стало на месте и бой протягивается. Пан Гродов пробует час от часу войти в клинч, наблизится. И вот тут уже справа за маршалками будет правильно подвесить удары. Бой один и другие боец окучивают. Стоп! Стоп! Стоп, бой! Вам сподобалося? А?
Маршалок просит на место разыскать першоподатковых бойцов Гродана и пана Зигфрида. А по решению судейства маршальства перемога отдается пану Зигфриду. Ну як вам, подобається таке відовище? Я від його просто вар'ятею. Ех, як же я хочу на таке знов поїхати. А мо здариться цуд, і хоч один пройде в этом годі. Коли вам так само подобається, не тільки ставте подобайку, за її я буду вдячний, поставте хоча б плюсик в коментах. А ще ліпше, поділіться цим відео во всіх своїх соцсетках, в тих групах, в яких ви состоїте, в Фейсбуку, Одноклассниках, ВКонтакте, да где-нибудь ще. Підписуйтесь на мой канал і глядите минуле відео. До речі, таких як гэтый відос, у мене куча за минулые годи в плейлистах. Там шмат турнірів. І до побачення, дороженькі. До побачення, до нових зустріч.